Атым Керемет, мен 30 жаштамын. Бұл курсты Түй областық китепканадан уктум. Анан өзүмдүн оюмда ушундай чакан ишкерликти ачуу болгондуктан дароо кызыгып келдим. Буга чейинки мен билбеген көп нерселер бар экен. Ушул жерден үйрөнүп атамын ишкерликтүү пландоо боюнча. Мен оюмда балдардын кийимин сатуу бар эле. Абысыным экөөбүз пландап жүрчүбүз. Анан биз оюбузда мурун билбегендиктен билимибиз аз болгондуктан базардан алып келип эле бир сатабыз деп жүргөнбүз. Негизи андай эмес экен. Бул жерден үйрөнүп пландоону, бизнес план түзүүнү, налогту эсептеп чыгууну, конкуренция менен иштөөнү, базардан же кайсы бир чакан бизнес ачып же башка жерден болсо ошол жерге кардарларга ылайыктуу место керек экенин ушул жактан үйрөнүп атабыз. Буга чейин бир 10дой ашык сабак өттүк, чем өттүк, баары кызыктуу болду, дагы болуп жатат, дагы үйрөнүп экенбиз көп нерсени. Буга чейин свод анализ деп үйрөнүп жатабыз, ал эмне экенин билчү эмеспиз, реклама, налог жөнүндө такыр билчү эмес экенбиз, ушунун баарын ушул жактан үйрөндүк. Бизнести пландоону биз дагы такыр билбегенибизди байланыштуу угуп, аябай кызыктуу болду. Ачат деген, ачып ушул кереги тиет деген үмүтүм чоң. Здравствуйте, меня зовут Ольга, я участник проекта по предпринимательству и бизнес-планированию. У меня давно была мечта открыть свое дело, но не было возможности посетить какие-либо курсы, потому что они достаточно дорогие, не у всех есть возможности такие. И вот увидела объявление о том, что открывается такой курс. С радостью на него записалась и вот учусь. Те знания, что нам дают, однозначно мне поможет в том, чтобы написать бизнес-план, в том, чтобы понять, как проводить анализ рынка, анализ конкурентов, потому что, когда я себе представляла, как это будет, естественно, всех этих тонкостей, очень важных, я не понимала и не знала. Вот. И теперь вот пытаюсь свою идею как-то провести через то, что мы проходим, и очень много важного и интересного мы здесь получаем. Я считаю, что однозначно все, что мы проходим, нужно будет применить в открытии своего дела. Узнала много полезного о том, чем отличается ИП и ОСО, какие тонкости в оформлении, как проводить анализ того же продукта, конкурентов, рынка вообще в целом, как подходить вообще к этому. То есть эти темы, они ни одной темы не было такой, чтобы ее нельзя было, не нужно было использовать. Тут даже не просто выбор, можно или не можно. Это обязательно надо использовать для того, чтобы дело работало и было достаточно успешным. И я очень надеюсь, что это даст мне полную картину того, как мне открыть свое дело, какие шаги я должна сделать. Уже часть из них я уже сделала. Для того, чтобы было свое дело. Я очень рада. Спасибо вашей организации, что вы даете людям такие возможности. Потому что это действительно такая большая возможность для людей приступить к тому, о чем они когда-то мечтали. Потому что, говорю, любая консультация стоит денег и немалых. А здесь мы эти знания получаем бесплатно. Спасибо вам большое. Здравствуйте, меня зовут Юлия, мне 34 года. Я посещаю в библиотеке курс кыргызского языка и здесь услышала о том, что будет проходить тренинг «Основы предпринимательства». Решила походить, узнать, так как в планах были кое-какие идеи об открытии своего дела. И решила походить, узнать, дополнить информацию, узнать,
побольше, чтобы иметь представление о подводных камнях, которые будут присутствовать в дальнейших. Тренинг очень хороший, знания очень хорошие, которые пригодятся. Они именно полезны в том плане, что не всегда все можно услышать, где-то прочитать. И не всегда доступна информация. Вот, например, при открытии ИП, какие необходимые документы, какие не присутствуют, а которые проценты, безналичный, наличный расчет, какие бывают угрозы, конкуренция, целевой анализ, который происходит. Иногда даже бывает магазины, которые, вот у нас обсуждались примеры, когда магазины на районе, которые мы знаем, эти магазины, некоторые процветают, некоторые не процветают. По какой причине? Мы это обсуждаем, рассматриваем. И это очень полезно, потому что нам дает знания, какие могут быть угрозы, какие возможности. На курсах «Основы предпринимательства» мы узнали, чем отличается ИП от ОСО, свод-анализ, где бывают сильные, слабые стороны, возможности, угрозы. Также у нас сегодняшняя тема – это реклама, где мы узнавали способы рекламы, которые присутствуют. Тренингу огромное спасибо. Библиотеки, которые дают нам возможность посещать помещения, потому что очень многие тренинги, которые смотришь по рекламе, они вот идут и по цене дорого, и которые коучи вот это все проводят, у них все это упирается в определенные суммы. А вот здесь огромное спасибо, то, что для населения предоставляют такую возможность посещения таких тренингов.